В Казахстане успешно реализуется проект развития молодежного корпуса. Цель проекта «ЖАС Project» – вовлечение молодежи особенно уязвимых групп в жизнь сообщества. Как ранее отметил Нурсултан Назарбаев, молодежь – это ключевой фактор конкурентоспособности Казахстана в современном мире. Поэтому в стране должны быть созданы все необходимые условия для всесторонней поддержки молодых казахстанцев. Напомним, 2019 год президент объявил годом молодежи. Открыть обувную для нуждающихся, социальную парикмахерскую или фитнес-клуб для сельских женщин – идей социальных проектов, которые могут принести реальную пользу людям, множество, и каждая из них имеет право на жизнь. С 15 марта по 15 апреля в Казахстане состоится конкурс по отбору лучших социальных проектов, в которых могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. В этом году мы продолжение 2017 года продолжаем проект. Мы уже охватили более 5500 молодых людей. И в этом году намерены продолжить данные инициативы. В сумме мы планируем, что до 2020 года проект охватит более 8500 молодых людей. Главной целью проекта является вовлечение в какие-то конкретные социально-предпринимательские, социально ответственные проекты посредством развития жизненно важных навыков и развития собственных важных инициатив. В 2019 году проект будет реализовываться в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях, а также городах Астана, Алматы. Мы планируем, что будет привлечено 3500 участников и поддержано не менее 1100 социально-предпринимательских проектов из 6 регионов. На каждый проект будет выделен грант в размере 1 миллиона тенге. В ходе конкурсного отбора предпочтение будет отдаваться той категории молодежи, которая не учится и не работает, либо работает, но имеет низкий доход. Кроме гранта в 1 миллион тенге, для них предусмотрена стипендия. Отобранным молодым людям будет выплачиваться социальная стипендия. Если человек обучается в вузе или он выпускник вуза, 60 тысяч тенге, а 40 тысяч тенге для всех остальных. В течение 6 месяцев реализации проектов каждая инициативная группа получит поддержку ментора. Для молодых людей будет реализовано немало проектов-программ, среди которых, конечно, надо отметить и то, что в рамках Года молодежи, в рамках программы «ЖАС Маман» у нас также идет. Я уверен, что данный год станет отличным стартом для открытия новых идей и талантов. Нашей молодежи призываем молодых людей из конкретно указанных регионов принять участие в проекте развития молодежного корпуса и воплотить свои идеи в жизнь. В этом году проект будет реализован в Казахстане уже 3-й раз. Участвовать в нем смогут жители Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областей, а также городов Астаны и Алматы. Проект включает в себя 4 компонента – предоставление грантов и социальных стипендий, обучение молодых людей жизненно важным навыкам и управлению проектами, работа с уязвимыми группами молодежи, реализация эффективной информационно-разъяснительной кампании и механизма обратной связи и разрешения проблем. Мы не ограничиваем наших молодых людей в выборе своей социальной идеи. Для нас самое важное, чтобы этот проект принес определенную пользу именно своему региону, своему району или своему поселку. И для этого следующим этапом, после того, как они определились со своей социальной идеей, сформировали инициативные группы, следующий этап участникам необходимо будет зарегистрироваться на нашем официальном сайте и подать свою электронную заявку. Все зарегистрированные заявки, которые будут поданы, пройдут 3-этапный отбор. Первый – это технический отбор, следующий – это отбор оценочной комиссии, и третий отбор – компьютерно-случайная выборка, или, как мы ее называем, метод рандомизации. Каждый проект и заявка должны быть написаны качественно, с подробным описанием идеи и пользы от ее реализации. Нужно грамотно донести социальную значимость проекта и выбрать правильную целевую группу. Этому в координационном агентстве тоже готовы обучить. В городах и районных центрах с этой целью будут организованы специальные тренинги. Если участники не совсем уверены в выборе своей идеи или не знают, как написать проект, составить бюджет, для этого мы проводим ориентационные семинары в каждом районном центре. План работы
и проведения данных ориентационных семинаров в районах молодые люди смогут узнать на нашем официальном сайте iraproject.kz или в социальных сетях официальных, это Facebook, ВКонтакте или в Инстаграме. Подать заявку молодые люди смогут двумя способами – самостоятельно или через принимающие организации. Программа развития жизненно важных навыков рассчитана на 6 месяцев и включает в себя начальный 4-дневный тренинг для всех участников проекта, ежемесячные встречи с ментором, 6-месячная реализация социальных проектов, обучение через действие, заключительный 4-дневный тренинг и сдача программных и финансовых отчетов об исполнении проектов. Я вам скажу, что за 2 года реализации у нас такая была обратная связь от ребят, что благодаря проекту они стали увереннее в себе, они научились общаться с другими. Для них это было тоже еще фактор дисциплины, потому что им нужно было сдавать ежемесячную отчетность, им нужно было собирать финансовые документы. Для них стало очень важно учиться именно договариваться внутри маленькой команды, потому что у нас команда от 3 до 5 человек, и в основном это все сверстники. Самое главное условие у них должно быть, первое, соответствовать возрасту, второе, проживать в одной из территорий реализации нашего проекта в 2019 году и иметь постоянную прописку. То есть мы говорим о том, что не менее 6 месяцев они должны подтвердить и приложить данную справку к форме, которую они будут заполнять. Вообще у нас для того, чтобы стать участником нашего проекта, для этого необходимо молодым людям, самое главное, определиться со своей социальной идеей. Мы говорим социальный проект, но это очень громко сказано, на самом деле достаточно определиться с какой-то своей идеей. По словам организаторов, при формировании проектной заявки участники могут ориентироваться на такие направления, как образование, здоровый образ жизни и спорт, культура и досуг, патриотизм и гражданская активность, семейные ценности и традиции, экология и благоустройство, наука и техника, туризм, развитие села, волонтерские инициативы и многое другое. Но в целом направления реализации проектов не ограничены. Их оценивают с точки зрения социальной значимости. Мы не говорим о том, что не ограничиваем в каких-то тематиках молодых людей. Мы говорим, что темы могут быть самые разные. Самое главное для нас, чтобы данная тема могла помочь не только самим молодым людям, но и помочь улучшить жизнь всех остальных людей вокруг них. Молодые люди, которые подали заявки и прошли 3-этапный отбор, они становятся автоматически нашими участниками. Для того, чтобы стать полноценными участниками, молодые люди должны в обязательном порядке пройти обучение жизненно важным навыкам и управление проектами. То есть они проходят в самом начале обучения для того, чтобы понять, как работать в самом проекте. Это, например, на коммуникации, на командообразовании, как реализовывать проект, как сделать проект более устойчивым и так далее. Все услуги, которые будут оказывать авторы проекта, непременно должны быть бесплатными, некоммерческими. Именно по этой причине в течение 6 месяцев и предусмотрена стипендия. Координаторы заинтересованы в том, чтобы молодые люди продолжали реализовывать свои идеи после окончания проекта. Для этого участники проходят завершающий этап, где их обучают тому, как трансформировать свой социальный проект под бизнес-идею или социальное предпринимательство. Все, что они приобрели в рамках этого проекта, после окончания проекта останется все у ребят. Этот грант безвозвратный. Поэтому за это время, за 6 месяцев, они могут протестировать, что у них лучше получается. Может быть, они планировали шить форму, платье, но у них не очень получается. Может быть, они переквалифицируются, шить, например, постельное белье, или, например, шапочки, какие-то жилетки, может быть, национальные. Может быть, они поймут за 6 месяцев, что спроса нет, например, на ту продукцию, которую они изначально планировали, например, изготавливать. То есть у них есть уникальная возможность тестировать свою продукцию для того, чтобы после 6 месяцев реализации проекта уже реализовывать, становиться таким полноценным бизнесом и получать прибыль. Самое важное из того, что дают участие в проекте, навыки, знания и инструменты, которые откроют дорогу в будущее, помогут найти себя, испытать свои силы, получить полезный опыт.